Если вы ненавидите Иисуса, просто продолжайте прокручивать. Но если ты любишь Иисуса, тогда оставайся рядом и наблюдай. До самого конца Бог говорит вам сегодня, что волна изобилия, вдохновения и исцеления захлестнет вашу жизнь. Приветствуйте это с распростертыми объятиями и будьте восприимчивы ко всему этому. Когда вы соединяетесь с частотой радости, вместо того, чтобы ее сдерживать, вы поднимаетесь в более высокое состояние существования. Когда ваша вибрация повышается, танцуйте, смейтесь и кричите. Позвольте энергии страсти овладеть вами и наполните все ваше существо состраданием. Похлопайте себя по спине за то, что вы не сдались. Ты заслуживаешь всего. Не позволяйте эго или уму мешать вам действовать в соответствии с вашим вдохновением или тем, что приносит вам радость. Ты любим. Введите 2222, чтобы получить его. Бог говорит, что если вы достигли точки в своей жизни, когда все теряет смысл, возможно, вы проходите через трансформацию. Не будьте слишком строги к себе. Скоро ситуация прояснится. Нам нужно избавиться от старого, чтобы освободить место для нового. Нам придется на некоторое время потеряться, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Нам придется пройти старые уроки, чтобы обрести новую мудрость. Нам приходится пережить трудные времена, чтобы оценить лучшие времена. Поверьте, что все происходит в вашу пользу. Не соглашайтесь на меньшее, потому что вы не знаете своей полной ценности. Когда вы обнаружите, что делаете все возможное, потому что боитесь потерять привязанность, сделайте шаг назад и честно взгляните на ценность, которую вы приносите. Ты красивая, сильная, замечательная и любящая. Верьте в свои способности. Они зашли так далеко и будут продолжать доставлять вас в невообразимое место. Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Бог говорит, что сегодня нет славы в том, чтобы стать маленьким и робким. Развивайте себя. Знайте, что вам суждено добиться величия. Верьте в свои способности. Будьте уязвимы. Покажите миру, кто вы есть на самом деле. Знайте себе цену и ценность. Заботьтесь о себе. Любите себя полностью таким, какой вы есть и где вы находитесь. Превратите свои мечты в цели и планы и действуйте смело и с энтузиазмом. Больше не нужно прятаться, сдерживать себя или откладывать дела. Больше не нужно извиняться или пытаться угодить и произвести на всех впечатление. Это ваша жизнь и ваше время. Не тратьте его зря. Вы перестали отдавать свою энергию людям, которые этого не заслуживают, потому что у вас сложились прекрасные отношения с самим собой. Ваше вибрационное состояние гораздо важнее, чем доставление удовольствия другим. Люди могут попытаться заставить вас чувствовать себя виноватыми или эгоистичными из-за того, что вы заботитесь о своей энергии, но это их собственная неуверенность в себе. Вы сильны, и ваше смирение ведет вас в правильном направлении. Продолжайте повышать свою частоту. Изобилие здесь. Введите «да», если вы это чувствуете. Сегодняшний совет для меня – подумать о том,
как быстро летит время, когда вы действительно наслаждаетесь жизнью. Нетерпение, с другой стороны, означает, что вы замечаете аспекты своей ситуации, которыми вы недовольны, поэтому кажется, что время тянется. Это не то, на чем вы хотите сосредоточить свою мощь ума. Помните, что ваши доминирующие мысли, слова и убеждения формируют ваш опыт. Можете ли вы немного изменить свою точку зрения от нетерпеливой к взволнованной? Как вы можете использовать это время для подготовки? Чем спокойнее вы относитесь к временной шкале, тем быстрее она развернется. Все хорошо. Для подтверждения введите «Я готов сиять». Вселенная говорит, что вы создаете свое будущее посредством своих действий и бездействия. Когда вы решите исцелить свое прошлое и освободить свою душу, вы создадите для себя светлое будущее. Лучшая жизнь для себя – это может пугать. Потому что, когда вы смотрите вокруг, все борются за индивидуализм, но при этом соответствуют статус-кво, повествованию, которое позволяет им вписаться. Когда вы принимаете себя полностью и полностью, вы начинаете признавать, что несете основную ответственность за свою жизнь. И твое счастье. Вы находите то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, а не то, что другие говорят и думают, что вы должны быть такими. Вы абсолютно не можете контролировать мнение других, то, что они думают о тебе, принадлежит им. Будьте настолько искренними и такими прекрасными, чтобы эти мнения не имели значения в вашем пространстве. Вот как вы стоите в своей истине. Когда вы верны себе, ваша мысленная болтовня исчезает, а голос вашей души вырывается на свободу и отзывается в мире. Вы здесь, чтобы вдохновлять и вдохновляться. Выбирайте действия, которые помогут вам в создании лучшей жизни. Знайте, когда сказать «нет», знайте, когда отпустить. Будь собой, такой красивой. «Я дитя Божье», напечатай это, чтобы заявить об этом. Сегодняшнее послание для меня. Ангелы говорят вам сегодня: пожалуйста, помните, что ничего не происходит случайно. Случайностей не бывает. То, что истинно для вас, не пройдет мимо вас, оно уже доходит до вас, пока вы это читаете. И точно так же то, что никогда не предназначалось для вас, всегда найдет способ уйти из вашей жизни, даже если вы этого не хотите или не готовы отпустить. Позвольте нам измениться к лучшему. Пока что смиритесь с замешательством. Ясность придет. Очень скоро все это обретет смысл. Мы прикроем вашу спину. Послание Вселенной для вас. Вселенная творит для вас свое волшебство прямо сейчас. Иметь терпение, сейчас не нужно ничего форсировать. Все, что вам предназначено, приходит к вам с легкостью, потому что ваш разум притягивает это. Вы изменили свою внутреннюю чистоту, и Вселенная отвечает на этот сдвиг, предоставляя все возможности обучения, отношения и ясность, необходимые вам для реализации ваших целей и мечтаний. Введите 2121, чтобы подтвердить это для себя. Сегодняшнее сообщение для меня. Будьте готовы. Вы вот-вот встретите ту версию себя, которой готовились стать на протяжении последних нескольких глав. На земле нет ни одной души,
которая могла бы замедлить ради вас божественный план Вселенной. Продолжайте идти вперед с уверенностью и силой тысячи воинов. В последнее время вы много внимания уделяете своему росту, и результаты вашей тяжелой работы начинают проявляться. Та же энергия, которую вы когда-то создавали, чтобы сдерживать себя, это та же самая энергия, которая теперь заставляет вас двигаться вперед в вашей трансформации. Ваш дух вот-вот взлетит на полной скорости. Даже не думайте колебаться ни секунды. Теперь, когда ваш импульс находится на рекордно высоком уровне, ваша душа действительно прекрасно возносится. Если вы сделаете шаг назад и посмотрите на свой прогресс, вы наконец поймете это. Введите 666, если вы в это верите. Сегодняшнее послание Бога только для вас. Объявите, что с этого момента вы окажетесь в лучших ситуациях, которые заставят вас взволноваться и затаить дыхание от благодарности и изобилия. Вы будете вибрировать на такой высокой частоте, что все хорошее попадет в ваше магнитное поле. У вас есть сила провозгласить и воплотить в жизнь что угодно. Так что будьте в своих силах и делайте это. Введите 4444, если вы доверяете Богу. Послание Вселенной. Когда вы принимаете себя целиком и полностью, вы начинаете признавать, что несете основную ответственность за свою жизнь и свое счастье. Вы находите то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, а не то, что другие говорят и думают, что вы должны быть такими. Вы абсолютно не можете контролировать мнение других, то, что они думают о тебе, принадлежит им. Будьте настолько искренними и такими прекрасными, чтобы эти мнения не имели значения в вашем пространстве. Вот как вы стоите в своей истине. Когда вы верны себе, ваша мысленная болтовня исчезает, а голос вашей души вырывается на свободу и отзывается в мире. Введите 1111, если вы верите в Бога. Бог говорит: сегодня идеальный день, чтобы поверить во все свои мечты. Это также отличный день, чтобы воспользоваться обильными возможностями, которые может предложить жизнь. Верьте, что ваш план создания большего поддерживается, и ваш путь перед вами расчищен. Ваше изобилие уже подготовлено, и ваше партнерство уже согласовано. Ваш успех уже проявляется. Поверьте, что то, что вы хотите, уже сделано. Радуйтесь, заявляя: «Я победитель». Это просто означает, что вы открыты для нескольких способов достижения этой цели. Когда вы думаете, что есть только один способ сделать что-то, вы на самом деле ограничиваете себя, потому что разум не может постичь бесконечность. Мы живем в поле безграничных возможностей. Все возможно. Ваше единственное ограничение – это ваше собственное мышление. Суть плыть по течению, жить в настоящем моменте и делать все возможное, не думая о результате. Отпустите иллюзию контроля. Прекратите принуждать и начните течь. Вам не нужно контролировать Вселенную. Просто верьте в Бога. Бог сообщил сегодня: вам потребовалось так много усилий, чтобы создать для себя это пространство покоя.
Большинство из них даже не сделали этого для себя. Оставаться в этом пространстве – это не просто поиск способов быть позитивным. Ваш разум и тело автоматически сделают это, если вы им позволите. Но важная роль для вас – больше не допускать ситуаций с низкими вибрациями, которые сбивают вас с трона. Конечно, некоторых обстоятельств невозможно избежать, но вы всегда можете не принять их во внимание. Если необходимо, соблюдайте нейтралитет. Только не вовлекайтесь в смешанную энергию других людей. Если вы согласны с этим посланием Бога для вас сегодня, наберите 333. Вам будет послано именно то, что вам нужно, когда вы будете готовы. Вместо того, чтобы проявлять нетерпение, сосредоточьтесь на том, чтобы стать тем человеком, которым вам нужно быть, чтобы получать подарки. Период между обещанием и его исполнением вы больше всего работаете над тем, кто вы есть. Помните, если сейчас неподходящее время, вы не сможете его заставить. Если оно твое, ты не можешь его потерять. Если это так и должно быть, вы не можете это пропустить. Когда оно твое, ты не можешь его остановить. Поверьте, что каждый опыт позиционирует и готовит вас к выполнению обещания. Введите «Я есть» осознание, чтобы подтвердить сегодняшнее сообщение. Все в вашей жизни улучшается. Это было непросто, но вы отказываетесь поддаваться старым привычкам и негативному мышлению. Ничто не может подорвать ваш позитив. Будьте нежны с самим собой. Несмотря на все трудности, с которыми вы столкнулись, вы открыли более глубокие слои своей души, и изобилие хлынуло в вашу жизнь в результате работы, которую вы проделываете над собой. В вашу жизнь входит так много новых благословений. Для подтверждения введите «Я готов сиять». Бог говорит вам сегодня, что ваша способность дышать – одна из немногих функций, которая является как произвольной, так и непроизвольной. Если вы забудете об этом, оно запустится. Но если вы сознательно сосредоточитесь на этом, вы сможете сделать более глубокие и легкие вдохи, которые наполнят ваше тело и душу. То же самое и с характером вашей жизни. Вы позволили многим вещам попасть в автопилот, и пришло время более осознанно относиться к ним, чтобы обеспечить оптимальный сдвиг. Вы уже начали это делать, но есть возможность и пространство копнуть глубже, чтобы то, что исходит от вас, не было застойным, а скорее преднамеренным и намеренным. Вам не нужно начинать все контролировать, просто будьте более осознанными и позволяйте изменениям течь так, как они могут. Ваш мысленный взор способен вовремя и каждый раз менять ситуацию в вашу пользу. Введите «Я верю в себя», чтобы подтвердить свое мнение. Эта борьба и ситуация, с которой вы сейчас имеете дело, не имеют силы победить вас. Оно здесь, чтобы освободить вас. Борьба часто вселяет в нас мужество, упорство и силу. Однако прежде чем они это сделают, они часто заставляют нас чувствовать себя побежденными и опустошенными. То, что сначала сбивает вас с ног, часто поднимает выше. Как только вы выйдете на другой конец, вы преодолеете эту борьбу. Однако, если вы определяете это как конец, вы ограничиваете себя.
Оставайтесь открытыми для уроков и роста, которые он предлагает. И если вы чувствуете себя подавленным, как будто стоящие перед вами задачи непреодолимы, то, возможно, вы ограничиваете себя в благословениях, которые лежат сразу за пределами этого текущего урока жизни. Примите свою веру и доверьтесь Божественному. Помните, если ваше счастье зависит от внешних сил, вы готовите себя к разочарованию, отказываясь от своей силы. Единственное, что вы действительно можете контролировать, это вы сами. Выровняйте свои умственные, эмоциональные и физические состояния, поскольку истинное освобождение приходит изнутри. Не следует сосредотачиваться на контроле внешних факторов, а вместо этого оставаться связанным со своим высшим «Я», поддерживая высокую частоту независимо от внешних обстоятельств. Оставайтесь стойкими и спокойными. Подтвердите свою осознанность, сказав «Я осознаю». Согласно божественной мудрости, триггеры предоставляют ценные возможности восстановить вашу силу. Исследуя свои триггеры и исцеляя коренную травму, связанную с ними, вы можете превратить боль в силу, перейдя из состояния жертвы в состояние суверенитета. Взгляд на все с более высокой точки зрения позволяет вам оставаться спокойным и собранным и видеть благословения, скрытые в жизненных уроках. Поймите важность релаксации и омоложения, поскольку исцеление может быть изнурительным процессом как для тела, так и для ума. Верьте в чудеса впереди. Доверьтесь своей интуиции. Мы все рождаемся с интуитивными способностями, но чем больше мы становимся зависимыми от знаний других, тем больше вероятность того, что мы будем подавлять собственное внутреннее руководство. Слова других должны служить напоминанием о том, что мы уже знаем внутри себя. Перестаньте отрицать свою божественность. Пришло время довериться своему высшему «Я», которое приведет вас к еще большему величию. Если вы чувствуете связь с этим божественным посланием, подтвердите свою веру. Перестаньте бояться своей силы. Удержание страхов и убеждений в том, что если вы примете свой свет, произойдет что-то негативное, только сдерживает вас. Иногда наши страхи и травмы заставляют нас развивать механизмы преодоления трудностей, которые нам не служат. Важно противостоять этим травмам, принося им исцеление и любовь. Вы заслуживаете жить жизнью, полной радости и счастья, в полном соответствии с вашей подлинностью и свободной волей. Ваша главная обязанность в жизни – следовать своему высшему резонансу. Это отличается от действий, исходящих от вашего обусловленного «я» или человеческого эго. Это ваша божественная сущность, всегда направляющая вас, осознаете вы это или нет. Чтобы интегрировать это знание в свой выбор физической жизни, действия и образ жизни, вам необходимо сознательно подключиться к этому интуитивному знанию. Любое сопротивление или несогласованность необходимо устранить, а старые шаблоны или программы необходимо отучить, чтобы следовать указаниям своего высшего «Я». Подтвердите свою веру в себя и божественное послание. Когда вы сопротивляетесь своим чувствам, вы сопротивляетесь собственному исцелению. Осуждать себя или свои эмоции – это не любить. Когда вы начинаете рассматривать все в своем опыте как инструмент для мудрости и обучения,
вы перестаете этому сопротивляться. Тогда вы сможете воспринимать другие измерения, потому что можете рассматривать их с разных точек зрения. Итак, перестаньте принуждать, давить или пытаться исправить себя. Ты целостный, какой ты есть. Оставайтесь в настоящем моменте вместо того, чтобы искать внешнего подтверждения. Замедлитесь и позвольте изменениям произойти изнутри. Сегодня божественное послание состоит в том, что ваши сомнения окажутся ошибочными, когда вы получите свои благословения. Вас призывают сделать шаг вперед, довериться своей вере и процессу. Отправляясь в путь подлинного самовыражения, лишенного бремени социальных обязательств, укрепляется вера в то, что Вселенная с вами, даже в моменты спокойствия и бездействия. Нет необходимости в беспощадной суете, спешке, панике или непрерывном творчестве. Важно помнить, что нет ничего постыдного в том, чтобы искать подлинное вдохновение вместо того, чтобы навязывать себе творчество. Быстро меняющаяся реальность может показаться пугающей, но очень важно не позволить ей сломить вас. Вместо этого было бы лучше, если бы вы приветствовали его с изяществом и открытостью, готовые принять изменения, которые он приносит. Такое принятие помогает плавному переходу и адаптации к новой среде вокруг вас. Если вы верите в эту философию, выразите свое подтверждение, сказав «Аминь». Эта идеология продвигает веру в то, что существует божественная сущность, Бог, который поддерживает и понимает ваш путь к аутентичности. Сегодня Вселенная уже довольно давно советует вам набраться терпения. Он посылал вам подсказки через песни, разговоры и сны. Каждое испытание, которое вы проходили, было предназначено не для того, чтобы остановить ваш рост, а для того, чтобы стимулировать его. Ваша душа готовилась к масштабному прорыву. Просто подождите и посмотрите, именно здесь начинают проявляться результаты вашей трансформации. Именно здесь вы понимаете, насколько вы действительно защищены Богом. Время повторения старых циклов давно прошло. Пришло время собраться с силами и быть оптимистами. Если вы готовы, введите «да» и поделитесь этим видео с 3 людьми, которые доверяют Богу. Бог говорит вам сегодня: сосредоточьтесь на решениях, а не на проблеме. Новые способы появятся, когда вы слишком долго находитесь в одном месте или в одном месте. Энергия застаивается, поэтому двигайтесь и позвольте энергии течь через ваш разум, тело и душу. Ваш духовный наставник здесь. Нет никаких ограничений тому, чего вы можете достичь, когда создаете свою реальность изнутри наружу. Будьте снисходительны к себе, обнимите подушку, плюшевого мишку или другого человека, когда чувствуете себя уязвимым, и позвольте себе чувствовать себя в безопасности. Ваш внутренний ребенок нуждается в вашей любви. Для подтверждения введите «Я принимаю свою силу». Бог говорит, что путь вперед станет ясным, и то, что когда-то казалось битвой, которую вы никогда не пройдете, станет историей о том, как вы нашли свою истину. Каким бы трудным это ни было, пока вы идете по долине, тем ближе это становится к вашей физической реальности. Примите и признайте свои чувства и то, чего вы действительно хотите.
Отбросьте суждения о том, что вы чувствуете, и примите это. Введите «Я принимаю и расту» для подтверждения. Ваше будущее наполнено глубоким внутренним покоем и исполнением ваших мечтаний. Вы зашли так далеко на своем пути, чтобы стать лучшей версией себя. Оглянитесь назад на все трудные времена, которые вы преодолели. Ваша духовная броня нерушима. Каждая унция энергии, которую вы вкладываете в изучение новых навыков, окупается. Вы придерживались установки на рост и отказывались во всем разобраться. Ваша способность сохранять любопытство и открытость для роста очень сильна. Введите «Да» для подтверждения. Божье послание для вас сегодня состоит в том, что вы, наконец, начинаете обеспечивать себя, но по-другому. Вы обеспечиваете баланс, восстанавливаете стабильность и долговечность всем необходимым. Вы настраиваете себя на то, чтобы стремиться к роскоши, не только материальной, но и внутренней роскоши, такой как душевное спокойствие, уверенность, самооценка и самоуважение. Вы кормите себя совершенно новой диетой, основанной на вашем росте и траектории желаемых проявлений. Любить себя значит быть рядом с тобой, когда никого другого нет. Любить себя значит снова прийти в себя. Любить себя значит быть лучшей версией себя. Любить себя значит быть довольным тем, кто вы есть, и гордиться этим. Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Бог говорит вам сегодня: не позволяйте негативу проникать в ваше личное пространство, будь то физическое, умственное или даже пространство социальных сетей. Вы сами контролируете, какие энергии приветствовать в своей жизни. Следовательно, выбирайте вещи и людей, которые мотивируют вас и заставляют вас чувствовать себя лучше. Это не только то, куда вы хотите пойти, но и то, что вы предпочитаете видеть каждый день. Данные формируют ваше путешествие. Защищайте свое пространство так, как будто от этого зависит ваше будущее, потому что так оно и есть. Напишите «Аминь», если верите в это. Сегодня моя жизнь благословлена. Я благодарен за всю любовь и возможности, которые меня окружают. Меня направляют сделать лучший выбор, который позволит изобилию войти в мою жизнь. Я верю, что моя жизнь является отражением божественных благословений, и я продолжаю привлекать больше добра в свой мир. Я готов сиять, подтверждая, что я благодарен за предоставленные мне возможности роста. Каждый опыт, радостный или трудный, способствует моей личной эволюции. Я принимаю эти уроки, зная, что они превратили меня в более мудрого и стойкого человека. Сегодняшний стих говорит вам: перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие люди, и сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым. Сосредоточьтесь на том, что заставляет вашу душу чувствовать себя спокойно. Вы – ваше самое большое обязательство, поэтому начните любить свои недостатки, свою неловкость, свою странность, свою силу и свою уязвимость. Жизнь становится намного более полноценной, когда вы просто являетесь самим собой. Мир продолжает вращаться независимо от того, понимают вас люди или нет. Так почему бы не совершить следующее путешествие вокруг Солнца о вас?
Введите 333, если вы доверяете Богу. Вы находитесь на пороге большого прорыва в своей жизни. Ваша глубокая приверженность росту, стремлению становиться хоть немного лучше каждый день усиливает вашу энергию. Вся эта внутренняя работа, которую вы совершаете, создает зеркальный эффект, притягивая вас такими, какие вы есть. По мере того, как вы становитесь более духовно и умственно сильными, вы привлекаете других людей, готовых внести позитивные изменения в мир. Визуализируйте себя лучше с каждым днем. Чудеса здесь. Бог сегодня особенно говорит вам: станьте тем человеком, который находит что-то особенное даже в самых обыденных обстоятельствах. Будьте тем человеком, который настолько ценит мир, что, пока другим скучно, вы благодарны. Атмосфера другая, потому что вы проделали работу по переходу в новое пространство. В каждом моменте действительно есть волшебство. Чем больше вы оказываетесь в хорошем месте, тем больше вы его увидите, где бы вы ни оказались. Введите «да», чтобы подать заявку. Станьте тем человеком, который находит что-то особенное даже в самых обыденных обстоятельствах. Будьте тем человеком, который настолько ценит мир, что, пока другим скучно, вы благодарны. Атмосфера другая, потому что вы проделали работу по переходу в новое пространство. В каждом моменте действительно есть волшебство. Чем больше вы оказываетесь в хорошем месте, тем больше вы его увидите, где бы вы ни оказались. Введите 7-7, чтобы получить его. Ежедневное утверждение: «Я обладаю непоколебимой внутренней силой, которая позволяет мне преодолевать любые трудности. Я использую свою устойчивость, использую внутреннюю силу, чтобы смело и решительно преодолевать перипетии жизни. Я богат, я богат. Я воплощаю изобилие во всех сферах своей жизни. Я хозяин своей жизни. Я учусь на ошибках и принимаю меры, чтобы на них вырасти. Я мастер высочайшего класса. Я уверен в своей способности всегда стать лучше, чем был вчера. Вселенная помогает вам избавиться от чрезмерных ожиданий. И если вы будете удерживать то, что не работает, вы не сможете стремиться к тому, что действительно принесет вам удовлетворение. Разочарование – это поворотный момент, а не препятствие. Перенаправить и создать изменения. Я практикую осознанность и принимаю силу настоящего момента. Я отпускаю беспокойство о будущем и сожаление о прошлом. Оставаясь полностью присутствующим, я углубляю свою связь с жизнью и наслаждаюсь красотой каждого проходящего момента. Я принимаю свою силу утверждать. Божье послание сегодня: все, что происходит в жизни, идеально согласуется с божественной силой. Как только вы начнете верить в эту высшую силу, вы поймете, что контроль – это иллюзия. Это не значит, что вы не предпринимаете никаких действий и просто целый день сидите на диване. Это просто означает, что вы принимаете жизнь такой, какая она есть. Вы не пытаетесь форсировать события, вы плывете вместе с рекой, а не против нее. Вы начинаете жить без усилий, осознавая каждый момент, потому что понимаете, что все взаимосвязаны. Возможно, сейчас есть некоторые вещи,
которые могут показаться вам очень плохими, но в будущем вы поймете, что эти плохие времена на самом деле были благословением. Не принимайте данные как нечто само собой разумеющееся. Просыпаясь каждый день, вкладывайте сердце в каждый свой вдох. Будьте благодарны за возможность мечтать, любить и веселиться. Если вы готовы, введите 888. Улучшите свою связь с тем, кем вы являетесь, чтобы изменить свои отношения с другими. Больше доверяйте себе и своему выбору. Счастье приходит, когда вы работаете над своим исцелением и сосредотачиваетесь на том, как вы хотите себя чувствовать. Верьте в свои способности и возможности соединиться с собой настоящим. Наберитесь сил, чтобы преодолеть то, что вас сдерживает, веря, что у вас есть все необходимое для процветания. Если вы подтвердите, введите «да». Бог говорит вам сегодня, что иногда все, что вам нужно сделать, это довериться процессу, вместо того, чтобы ожидать, что вы сами все поймете. Когда вы в последний раз ценили себя за то, что сломали столько стереотипов, изменились изнутри и исцелили себя? Вселенная вознаградит вас за то, что вы не соглашаетесь на меньшее. Сохраняйте оптимизм и знайте, что у вас есть сила, осведомленность и стойкость, чтобы преодолеть все. Вы спаситель, которого ищете. Вам не нужно ничего искать снаружи. Оставайтесь сосредоточенными и выровненными. Если вы цените себя, напишите «Я ценю себя», чтобы подтвердить. Вселенная подтверждает то, что вы уже знали. Поворот сюжета заключался в том, что ваша травма превратится в ваш рост, что ваши трудности станут изобилием, а ваша тревога станет воспоминаниями о жизни, которая когда-то была. Итак, даже если вы находитесь в середине этих переходов, знайте, что каждый новый день – это возможность продолжить движение ко всему, что вы не только заслуживаете, но и заработали. Это не просто привилегия, это право вашего существования жить мирно и с избытком во всем. Бог говорит, когда ты беспокоишься о чем-то в будущем, подумай про себя, помогают ли мне мысли об этом? Могу ли я что-нибудь сделать прямо сейчас? И если вы ответили «нет» на эти вопросы, то лучшее, что вы можете сделать, это отпустить беспокойство и тревоги, которые продолжают переполнять ваш разум, позволив себе выпустить эти мысли и наполнить свое сердце спокойствием настоящего. Если вы согласны, напишите «да». Каждый день может быть хорошим. Не стоит недооценивать хорошие решения, которые вы принимаете. Каждый раз, когда вы решаете осуществить свою мечту и соглашаетесь на долгосрочное отложенное удовлетворение, вы получаете вознаграждение, которое может быть не сразу заметно. Когда вы сознательно решаете обойти мгновенное удовлетворение и действовать в соответствии со своими высшими видениями, возможности и люди высокого уровня открываются для вас, чтобы вы могли достичь более высокого уровня существования. Следующий уровень требует жертв. Если вам это нужно, наберите 1111. Самая важная вещь в вашей жизни – быть искренним сначала с самим собой, а затем с миром. Будьте предельно честны в том, кто вы есть. Не извиняйтесь. Вы никому не обязаны объяснять, что светите своим светом.
помните об этом. Общайтесь с людьми, которым вы больше всего благодарны сегодня. Возьмите за привычку регулярно выражать им благодарность за то, что они любят вас и помогают вам в вашем путешествии. Поблагодарите их за то, что они ободряли, вдохновляли и поддерживали вас. Они являются неотъемлемой частью вашей истории успеха. Постоянно хвалите своих болельщиков. Если вы верите в Бога, подписывайтесь на наш канал. Вы активируете части себя, которые так долго бездействовали, главным образом потому, что вы больше не вкладываете столько энергии в то, что раньше истощало вас. Этот сдвиг, этот перенос энергии от вещей, которые когда-то тянули вас вниз, от вещей, которые сейчас вас возвышают, вызвал импульс блаженства, который вы не смогли бы остановить, даже если бы попытались. Добро пожаловать в ваши новые начинания, некоторые из которых значительно обновлены. Давайте возьмем это. Если вы верите в Господа, наберите 333. Бог говорит сегодня, то, что предназначено для вас, произойдет с вами таким образом, которого вы никогда не могли ожидать или объяснить. Ничто не может помешать этому и тому, как оно войдет в вашу жизнь. Просто будьте в постоянном состоянии благодарности и сосредоточьте свое внимание на своем видении. Верьте в это. Это все происходит ради тебя. Старые циклы вашей жизни заканчиваются. Вас призывают принять перемены, попробовать что-то новое и оставаться открытыми для новых возможностей, потому что именно здесь вы обнаружите, что больше всего соответствует вашему духу и кем вы становитесь. Перестаньте сдерживать себя ради того, чтобы не получить признание, одобрение или получение определенного результата. Если что-то сильно исходит из вашего духа и освещает вашу душу, сделайте это для себя. Сделайте это, чтобы отпраздновать жизнь, и отпустите любые результаты, которые ваше эго связывает с этими вещами. Если вы открыты для перемен, напишите «Я открыт для перемен», чтобы подтвердить это. Пришло время повысить уровень. Больше не нужно думать о мелочах и смотреть на свой потенциал через фиксированную линзу. Вы способны на огромный успех и глубокое удовлетворение. Нет ярлыков. Чтобы стать лучшей версией себя, требуется полная отдача. Примите борьбу, длинные победы и повороты на пути и развивайте нерушимое мышление. Единственное, что может помешать вам стать вашим высшим «Я» — это вы сами. Вы больше ни для кого не жертва. Если вы готовы сиять, напишите «Я готов сиять», чтобы подтвердить это. Бог говорит вам сегодня, когда мы вступаем в новую неделю неограниченных возможностей, продолжайте уделять время размышлениям о своих самых глубоких, сокровенных желаниях и о том, что вы хотите создать, продвигаясь вперед. Знайте, что все действительно возможно, но не спешите. Делайте это спокойно, день за днем, уделяя время заботе о себе, а также отдыху и полному восполнению сил перед тем, как начнется следующий захватывающий этап вашего путешествия, где вы столкнетесь с некоторыми удивительными моментами и поймете, насколько вы действительно благословленны. Действительно есть. Если вы начинаете осознавать, напишите «Я осознаю», чтобы подтвердить.
Вы оглянетесь назад с глубокой благодарностью и поймите, почему все произошло именно так. В настоящее время вы готовитесь к еще лучшему пути, чем вы сейчас планировали. Вы узнали, что, поддавшись высшему призванию свыше, вас ждут чудеса. Происходя за пределами вашего ограниченного сознания, данные действуют чудесным образом. В тот момент, когда вы отдаетесь бесконечным возможностям и высвобождаете всю негативную энергию, приходят благословения. Важно всегда рассказывать себе положительную историю о своих возможностях. Сегодня вспомните, как прекрасно вы справляетесь в своем путешествии. Будьте вашими ежедневными шагами и спотыканиями, как обучением и последовательным прогрессом. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что вы можете процветать. Вы молились, готовились и усердно работали над достижением большего. Скоро наступит ваше время получить изобилие. Напишите «да», если вы готовы, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Сегодня Вселенная говорит вам: лучшие дни в вашей жизни еще впереди. Вы применяете свою недавно открытую мудрость на практике, и это готовит почву для процветания и счастья, о которых вы просили все это время. Вся та энергия, которую вы использовали для исцеления, теперь будет использована для процветания. Энергия, которую вы используете для выживания, теперь пойдет на ваш рост и мир. Вам предстоят изобилие и выравнивание. Не торопитесь на этой части вашего путешествия. Не бегите с того момента, в котором вы находитесь. Идите с уверенностью, зная, что вы здесь, чтобы учиться и расти как личность. Встречайте текущие обстоятельства с сердцем, готовым испытать все это, сердцем, открытым для открытия чего-то нового. Вы решили быть здесь, когда сделали прыжок веры и когда покинули привычное. Вы делаете ставку на себя и решаете искать больше смысла, больше целей и больше ответов. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и включите колокольчики, чтобы узнать больше о Боге. Сегодня идеальный день, чтобы поверить во все свои мечты. Это также отличный день, чтобы воспользоваться обильными возможностями, которые может предложить жизнь. Верьте, что ваш план создания большего поддерживается, и ваш путь перед вами расчищен. Ваше изобилие уже подготовлено, и ваше партнерство уже согласовано. Ваш успех уже проявляется. Поверьте, что то, что вы хотите, уже сделано. Радуйтесь, заявляя: «Я победитель». Это просто означает, что вы открыты для нескольких способов достижения этой цели. Когда вы думаете, что есть только один способ сделать что-то, вы на самом деле ограничиваете себя, потому что разум не может постичь бесконечность. Мы живем в поле безграничных возможностей. Все возможно. Ваше единственное ограничение – это ваше собственное мышление. Суть – плыть по течению, жить в настоящем моменте и делать все возможное, не думая о результате. Отпустите иллюзию контроля. Прекратите принуждать и начните течь. Вам не нужно контролировать Вселенную. Просто верьте в Бога. Бог сообщил сегодня. Вам потребовалось так много усилий,
чтобы создать для себя это пространство мира. Большинство из них даже не сделали этого для себя. Оставаться в этом пространстве – это не просто поиск способов быть позитивным. Ваш разум и тело автоматически сделают это, если вы им позволите. Но важная роль для вас – больше не допускать ситуаций с низкими вибрациями, которые сбивают вас с трона. Конечно, некоторых обстоятельств невозможно избежать, но вы всегда можете не принять их во внимание. Если необходимо, соблюдайте нейтралитет. Только не вовлекайтесь в смешанную энергию других людей. Если вы согласны с этим посланием Бога для вас сегодня, наберите 333. Вам будет послано именно то, что вам нужно, когда вы будете готовы. Вместо того, чтобы проявлять нетерпение, сосредоточьтесь на том, чтобы стать тем человеком, которым вам нужно быть, чтобы получать подарки. Период между обещанием и его исполнением вы больше всего работаете над тем, кто вы есть. Помните, если сейчас неподходящее время, вы не сможете его заставить. Если оно твое, ты не можешь его потерять. Если это так и должно быть, вы не можете это пропустить. Когда оно твое, ты не можешь его остановить. Поверьте, что каждый опыт позиционирует и готовит вас к выполнению обещания. Введите «Я есть» осознание, чтобы подтвердить сегодняшнее сообщение. Все в вашей жизни улучшается. Это было непросто, но вы отказываетесь поддаваться старым привычкам и негативному мышлению. Ничто не может подорвать ваш позитив. Будьте нежны с самим собой. Несмотря на все трудности, с которыми вы столкнулись, вы открыли более глубокие слои своей души, и изобилие хлынуло в вашу жизнь в результате работы, которую вы проделываете над собой. В вашу жизнь входит так много новых благословений. Для подтверждения введите «Я готов сиять». Бог говорит вам сегодня, что ваша способность дышать – одна из немногих функций, которая является как произвольной, так и непроизвольной. Если вы забудете об этом, оно запустится. Но если вы сознательно сосредоточитесь на этом, вы сможете сделать более глубокие и легкие вдохи, которые наполнят ваше тело и душу. То же самое и с характером вашей жизни. Вы позволили многим вещам попасть в автопилот, и пришло время более осознанно относиться к ним, чтобы обеспечить оптимальный сдвиг. Вы уже начали это делать, но есть возможность и пространство копнуть глубже, чтобы то, что исходит от вас, не было застойным, а скорее преднамеренным и намеренным. Вам не нужно начинать все контролировать, просто будьте более осознанными и позволяйте изменениям течь так, как они могут. Ваш мысленный взор способен вовремя и каждый раз менять ситуацию в вашу пользу. Напишите «Я верю в себя». Борьба и ситуация, с которой вы сейчас имеете дело, не имеют силы победить вас, скорее, они здесь, чтобы освободить вас. Борьба часто вселяет в нас мужество, упорство и силу. Однако прежде чем они это сделают, они часто заставляют нас чувствовать себя побежденными и опустошенными. То, что сначала сбивает вас с ног, часто поднимает выше. Как только вы выйдете на другой конец, вы преодолеете эту борьбу. Однако, если вы определяете это как конец,
вы ограничиваете себя. Оставайтесь открытыми для уроков и роста, которые Он предлагает. Если вы считаете себя недостаточно сильным, чтобы справиться с этим, тогда вы будете продолжать удерживать себя от благословений, которые выходят за рамки этого текущего урока. Я верю в Бога, и если вы доверяете Ему, Он говорит сегодня, что если ваше счастье зависит от внешних факторов, то вы обязательно будете разочарованы, потому что вы отдаете свою силу. Единственное, что вы можете контролировать, это вы сами. Держите свои умственные, эмоциональные и физические аспекты в гармонии для истинного роста и счастья. Если вы считаете, что недостаточно сильны, чтобы справиться с ситуацией, вы лишаете себя возможности получить благословения, которые выходят за рамки текущего урока. Я глубоко люблю Бога и верю, что если вы доверяете Ему, Он скажет вам, что если ваше счастье зависит от внешних факторов, вы готовите себя к разочарованию, потому что отдаете свою силу. Единственное, что вы можете контролировать, это вы сами. Чтобы достичь истинного удовлетворения, важно поддерживать свои умственные, эмоциональные и физические аспекты в гармонии. Считая себя неспособным справиться с трудностями, вы продолжите препятствовать собственному прогрессу. Благословения, которые вас ждут, вполне достижимы, но вы должны преодолеть это мышление. Моя вера в Бога заставляет меня сказать, что если вы полагаетесь на внешние факторы для своего счастья, вы неизбежно будете разочарованы и потеряете свою собственную силу. Помните, единственный человек, которого вы можете по-настоящему контролировать, это вы сами. Поэтому для достижения подлинного удовлетворения важно поддерживать гармонию между вашим умственным, эмоциональным и физическим благополучием. Если вы считаете, что вам не хватает сил противостоять трудностям, вы будете упорно удерживать себя от наград, которые лежат сразу за пределами этого урока. Моя глубокая любовь к Богу побуждает меня сказать, что, если вы доверитесь Ему, Он покажет, что ваше счастье не должно зависеть от внешних обстоятельств. Это приведет только к разочарованию, поскольку вы отдадите свою собственную силу. Единственный аспект вашей жизни, который вы можете по-настоящему контролировать, это вы сами. Таким образом, крайне важно убедиться, что ваши умственные, эмоциональные и физические аспекты находятся в гармонии, чтобы испытать истинное удовлетворение. Если вы продолжите считать себя неспособным противостоять трудностям, это только замедлит ваш прогресс и не позволит вам получить благословения, которые выходят за рамки вашего текущего урока. Моя глубокая любовь к Богу заставляет меня подчеркнуть, что если для обретения счастья вы полагаетесь на внешние факторы, вы неизбежно будете разочарованы, поскольку отдаете свою собственную силу. Единственное, что находится под вашим контролем, это вы сами. Поэтому очень важно согласовать свои умственные, эмоциональные и физические аспекты, чтобы достичь истинного удовлетворения. Если вы чувствуете, что вам не хватает сил справиться с ситуацией, вы будете продолжать удерживать себя от благословений, которые выходят за рамки этого текущего урока. Моя любовь к Богу заставляет меня верить, что если вы доверяете Ему, Он скажет, что зависимость от внешних факторов счастья в конечном итоге разочарует вас, поскольку это означает отказ от своей собственной силы.
Единственное, что вы можете контролировать, это вы сами. Крайне важно поддерживать свои умственные, эмоциональные и физические аспекты в гармонии, чтобы найти истинное удовлетворение. Вера в то, что вам не хватает сил справиться с ситуацией, только помешает вам принять благословения, которые находятся в пределах досягаемости, даже за пределами данного урока. Моя любовь к Богу заставляет меня сказать, что, если вы доверитесь Ему, Он откроет, что надежда на внешние факторы для достижения счастья неизбежно приведет к разочарованию, поскольку это означает отказ от своей собственной силы. Единственный аспект вашей жизни, который вы можете по-настоящему контролировать, это вы сами. Таким образом, чтобы испытать подлинное удовлетворение, жизненно важно поддерживать баланс между своим умственным, эмоциональным и физическим благополучием. И если вы считаете себя неспособным справиться с ситуацией, вы продолжите препятствовать получению благословений, которые выходят за рамки этого текущего урока. Моя любовь к Богу побуждает меня поделиться тем, что, если вы доверяете Ему, Он подтвердит, что надежда на внешние факторы для счастья приведет только к разочарованию, поскольку вы отдаете свою силу. Единственное, что вы можете контролировать, это вы сами. Поэтому очень важно поддерживать свои умственные, эмоциональные и физические аспекты в гармонии, чтобы достичь истинного удовлетворения. Если вы будете воспринимать себя как неспособного справиться с проблемой, это увековечит ваши собственные ограничения и помешает вам получить благословение, выходящее за рамки этого текущего урока. Моя любовь к Богу заставляет меня сказать, что, если вы доверяете Ему, Он напомнит вам, что зависимость от внешних факторов счастья приведет только к разочарованию, поскольку вы отказываетесь от своей собственной силы. Единственный аспект вашей жизни, который вы можете по-настоящему контролировать, это вы сами. Следовательно, для достижения истинного удовлетворения крайне важно поддерживать баланс между своим умственным, эмоциональным и физическим благополучием.